Сегодня у меня в гостях актер кино Али Исаев-Аварский, заслуженный артист Грузии, кавалер Грузинского ордена чести и Дагестанского ордена Шамиля, почетный гражданин города Тбилиси. Он расскажет нам, как получилось, что именно в Тбилиси аварский юноша нашел свою настоящую судьбу и в жизни, и в искусстве. И ему можно позавидовать. Он дружил с выдающимися людьми, создал множество образов в кино. В его доме в Тбилиси часто бывал Расул Гамзатов. Сегодня актер, режиссер и поэт думает о силе дружбы, которая притягивает Грузию и Дагестан через Кавказский хребет. Он хорошо знает, как важен мир на Кавказе и как много могут сделать люди для своей родины, если действительно этого хотят. Я очень благодарна вам, Али, что вы пришли в нашу студию и согласились участвовать в нашей передаче. Мне кажется, сегодняшняя наша встреча, это, наверное, не случайный. Вы дали нам возможность еще раз общаться с моим любимым Грузией, где проживает больше 80 наций, как в одном семье. Прошу вас, дорогие мои господа, Модзандет, прошу вас. Это наш гостеприимный дом. В семье Исаевых-Аварских переплелись грузинские и дагестанские традиции. В этом нет ничего удивительного, считает хозяин дома. Именно в Тбилиси началась и состоялась его творческая и личная жизнь. Но о Дагестане он никогда не забывал. Дагестан в свое время дали герои, начиная с Шамиля, дальше Хаджи Мурада, дальше Расула Гамзатова, который мир по-другому преподнес миру. И он блестяще играет. Историю своей семьи хорошо знает и самый младший Аварский, Георгий. С дедушкой они большие друзья, могут весь вечер провести вместе. Внук с удовольствием слушает рассказы о жизни в дагестанском ауле. У нас была очень большая семья. 8 детей, я самый маленький. Я когда родился, маме было 30 лет, папе было 70 лет. Я уже в 3-4-летнем возрасте стал разбираться, что такое белый, что такое черный, что хорошо, что плохо. Али родился в Дагестане, в аварском ауле Обох, где дома похожи на орлиные гнезда. Образ матери – это первые впечатления и память на всю жизнь. И я никогда уже не забуду, когда ездили на работу, мать нас клала маленьких детей в корзинах, в ишаки. 2 в одном корзине, 2 в другом корзине. Так. Никогда уже не забуду, как она красиво пела. Детство прошло в тяжелое время. Мальчик рано осиротел и совсем молодым уехал на поиски счастья. Юноша из горного аула не знал, что впереди его ждет много интересного. Но он был готов бросить вызов судьбе, и случай скоро представился. Произошло это, конечно, в Грузии. Уважаемый Али, вы дагестанец, аварец. Живете в Грузии много лет. С Грузией связана ваша творческая личная судьба. А чувствовали ли вы здесь себя когда-нибудь чужаком, иноземцем? Народ Грузии, Дагестан, это как бы близнецы на одной вершине, в одной матери в руках. Характер, воспитание. Так что это генетически выходцы из одних корней. Мы близкий народ, очень близкий по нраву, по обычаю, по великой традиции. Я по возрасту чувствую, с одной комнаты я вышел в другую комнату. Когда перед смертью, когда мама сказала: сынок, из нашего аула солнце катится, вот так катится, и через горы уходит дальше. Сынок, вот где солнце катится, солнце садится, раем называется. В Грузии это называется. Раем сливается. Если когда-нибудь придется побывать, поклонитесь.
Перед тем, как попасть в Тбилиси, Али успел побывать в России, дважды жениться и освоить искусство часовых дел мастера. Но настоящая любовь и настоящая профессия все еще ждали его. Женщину, которая подарила ему семью и заставила поверить в свои силы, звали Мзия Ияшвили. Музыковед, журналист, настоящая аристократка по происхождению и по духу, стала для Али не просто спутницей жизни, но и его добрым гением. Мзия, которой нет в живых уже 10 лет, по-прежнему остается для Али идеалом женщины. Это, дорогие мои, это супруга моя хозяйка Ияшвили. Дагестанцы, которых в Грузии называют леки, имели дурную славу похитителей девушек. Али шутит, что леки много раз похищали грузинок, ну а у них было наоборот. Сама грузинка похитила аварца. Мзия разглядела не только внешнюю красоту Али, хотя именно это бросалось в глаза. Он никогда не страдал от отсутствия женского внимания, но счастья это не приносило. Красотой управлять очень трудно. Сколько, говоришь, тебе отсюда до Москвы ехать? 2 месяца. А обратно? Именно Мзия Ияшвили заставила Али поверить в то, что он должен стать актером. Кроме внешности, для этого требовалось много трудиться и учиться. Она, видимо, увидела вот это зерна, которые могут дать большие плоды. Вот она и это раскрыла. Легендарный грузинский хореограф Илико Сухишвили, познакомившись с Али, пытался заполучить в ансамбль горца с эффектной внешностью. Первое, что он сказал, так, он не дагестанец, он аварец. А правда, танцуют одни аварцы. Друг мой, он положил мне руку сюда на плечо. Завтра будешь танцевать у меня. Я посмотрел, я говорю, господин Илико, кроме каната ничего не знаю, как мне завтра танцевать. Канат разве не танц? Завтра будешь у меня танцевать. Однако Мзия поставила перед Али более сложную задачу, и он с ней справился. Сначала поступил в театральный институт, а потом на актерский факультет Института кино. Выдержал огромный конкурс, 1500 абитуриентов на 20 мест, и остался самим собой. Каким ты есть, без фальши, без всякого так. Пусть это будет в телегрейке, пусть это будет обнаженно. Так что покажите, кто ты вообще от природы. Своей актерской природе Али не изменяет, даже если зрители – это только внуки, а костюм – домашний узбекский халат. Он должен знать, как воспринимается его образ. Это халат мне идет узбекский? Да, идет. Цвет очень, правда, красивый получился. Что вы легче приобретаете в жизни и легко уходит. Это вы же знаете, так что если из горного аула я приехал, кино находится, а у вас кровь течет, это горный-то. У вас дальше кино, дорога нет. Уважаемый Али, а вы могли бы нам рассказать о том, как вы в детстве научились ходить по канату? Дело в том, что я читала про лакцев, это есть такая народность в Дагестане, и о том, как они переходят пропасти по канату. И не только взрослые, но и дети. А где вы научились искусству канатоходца? Даже Махмуд Исамбаев, я помню, сказала: Али, я все достиг, говорит, жизнь, до каната не добрался. Но когда мама умерла, я долго думал исполнить ее желание. Она очень любила, когда лакцы приезжали к нам, выступали на канате. А у нас в ауле между домами очень узкая дорога. Там же дом на дом, дом на дом, дом на дом. Приспосабливались с ребятами, натягивали веревку и научился бегать. Танцевать, быть танцором на канате – это великое искусство. Но, в всяком случае, прыгать я на канате